То, что не упражняется, разрушается. Этот афоризм принадлежит выдающемуся биологу, врачу и педагогу Петру Францевичу Лесговту. Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Смотрите сегодня в выпуске. В сердце столицы республики прошел 10-й юбилейный Казанский марафон. Количество его участников в этом году приблизилось к рекордной отметке 30 тысяч человек. Это лучший показатель для Казанского марафона с 1974 года. Хоккейный сезон в Казани продолжается. Хоккейные баталии даже в мае не утихают. В хоккее играют исламские страны. Гандбольный Зеланд завершил сезон на 3-м месте, впереди стыковые матчи. Именно там команды поборются за выход в Суперлигу. Гостем студии спортивной среды станет директор Центра проведения спортивных мероприятий «Казанский марафон» Вадим Ильфатович Янгиров. Доминация Казани в российском волейболе продолжается. 12 мая команда «Динамо» Акбарс-ООР, в составе которой воспитанница спортивной школы центральной города Казани Смирнова Стефания, обыграла команду «Локомотив» СШОР в 4-м матче финала и досрочно оформила победу в чемпионате. Также порадовали и молодые люди команды «Зенит Казань». Волейболисты казанского клуба в финале Кубка молодежной лиги со счетом 3-2 одолели «Факел». Матч получился напряженным. Подопечные Владимира Пономарева смогли победить лишь на тайбрейке. При счете 13-13 доигровщик «Факела» атаковал в аут, а нападающий «Зенита» УОР Тимофей Краханцев в следующем розыгрыше сделал эйс – 15-13. Впервые в истории молодежный состав казанского «Зенита» выигрывает Кубок Лиги. Казанский марафон рвет все шаблоны, став рекордным среди регионов. Лучшие из лучших в мире в воскресное утро боролись за звание чемпиона России на олимпийских дистанциях. Были и те, кто отважился побежать 42 километра. О главном спортивном событии Республики Татарстан смотрите в следующем сюжете. Легкая атлетика многообразна по своим дисциплинам. И беговые виды на олимпийском уровне завоевали любовь миллионов людей. В действительности осилить определенную дистанцию не так-то легко. Везде есть свои нюансы. И чтобы достичь желаемого результата, бегуны проходят через ежедневные тренировки. Боль икроножных мышц и трепет тяжелого дыхания на финише. В погоне за своими долгожданными наградами. В минувшие выходные Казань встретила уникальное по своей включенности участников спортивное событие – Казанский марафон 2024 года. Что примечательно, для столицы Республики Татарстан оно стало 10-м, юбилейным. Общество поменялось, очень большой запрос к массовому спорту. Вот я сейчас специально тоже пробежал, посмотрел. И старый млад, в общем-то, это такой некий мотиватор, объединяющая история. Вот, все-таки бег, он, наверное, самый простой, самый удобный вид спорта. Тут, в общем-то, особо ничего не надо. Вот там, я даже посмотрел, кто-то вообще чуть ли не в галошах там бежал. Ну, то есть, в принципе, до 3 километров можно босиком. Погода бы еще была получше. Несмотря на пасмурную погоду, участие в забегах смогли принять около 30 тысяч человек. Марафон бьет все рекорды в истории этого спортивного праздника, охватив 17 стран и 80 регионов. Без преувеличения баснословные цифры, объединяющие несколько поколений. Тем самым прослеживается хорошая тенденция роста вовлеченности граждан, подтвердив статус крупнейшего регионального марафона в стране. От бега получаешь удовольствие, тем более бежать в такой компании. Мы бежали в большой компании вот, сторонников партии «Единая Россия» и с героем России Расимом Баксиковым. Вот, было приятно, но я даже не заметил, как... Я еще спросил, что дистанцию сократили, что ли, в отличие от других лет. Легче бежалось. Видимо, с возрастом, с годами, чем больше опыта, тем легче бежать. Когда на дистанцию выходят настоящие герои, такие как Расим Баксиков, невозможно не выразить слов восхищения. Такие примеры еще больше разжигают внутри каждого патриота своей страны желание заниматься спортом, в данном случае беговым, что в действительности привлекает не только наших граждан, но и других дружественных нам стран. И со стартов забегов Казанский марафон вошел в Лигу БРИКС, став платформой для поддержки и развития массовых соревнований по бегу и расширения
культурного обмена между странами и регионами. Я вам скажу без бравады, движение марафонское, допустим, в ряде стран БРИКС не так сильно развито, как уже развито в стране в нашей. Поэтому мы здесь некие даже законодатели МОД. И вот, в общем-то, хотим на следующий год, не хочу открывать тайн, провести, значит, как минимум еще в 2 городах в других государствах. То есть будет 3 марафона в России, плюс 2. Вот мы такую цель ставим, чтобы это были марафоны в других странах, в других городах. Цели поставлены и, как всегда, точны. И главное, удержать небывалые рекорды, внеся данное событие в копилку спортивных традиций всей России. Думаю, что мы будем стараться удерживать эту планку. Так прям сильно я не думаю, что будет какое-то увеличение. Все-таки мы понимаем, что на 10-й юбилейный марафон съехались, практически все активные бегуны России. Также в рамках Казанского марафона прошел чемпионат России по марафону на 21 и 42 километра. Победителем на дистанции 21 километр стал Ренат Ахмадеев, показавший лучшее время — 1 час 4 минуты и 35 секунд. Среди женщин Анна Викулова — 1 час 9 минут и 54 секунды. В главном забеге на 42 километра первым к финишу пришел Алексей Реунков. Результат спортсмена — 2 часа 14 минут и 19 секунд. Среди женщин же победила Луиза Дмитриева — 2 часа 31 минута и 15 секунд. И уже я понимал, что буду бороться в любом случае за тройку. А так получилось, что на финиш мы с Димой Неделиным вместе шли. Он, конечно, моложе и скоростнее, и, честно говоря, я не ожидал, что смогу найти силы на последних 100 метрах собраться, но у меня все получилось, и я очень счастлив. Когда настоящая история пишется у тебя на глазах, всю значимость этого факта понимаешь только через долгие годы. Именно каждый из нас в будущем сможет продолжить эту тенденцию, став частью уже народного Казанского марафона. Сегодня в гостях программы «Спортивная среда» основатель и директор Казанского марафона Янгиров Вадим Ильфатович. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать у нас в студии. Если вы не против, сначала поговорим о вас. Давайте. О вас нескромно говорят как о символе любительского спорта. Как вы лично к этому относитесь? Наверное, это немножко все-таки преувеличение, потому что любительский спорт это намного многограннее, намного шире, намного масштабнее. А я всего лишь 10 лет назад предложил возродить Казанский марафон, который впервые, кстати, прошел в неофициальном его виде в 1974 году, то есть 50 лет назад. И, конечно же, беговое движение, клубы любителей бега в Казани, в Татарстане, они всегда были. Просто примерно с начала 2000-х годов до 2015 года Казанский марафон не проводился. И отрадно, что министр спорта Владимир Александрович Леонов, раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов тогда поддержали возрождение. И, соответственно, вот сейчас мы уже празднуем 10-летний юбилей Казанского марафона. Вадим, а вы сами марафонец? Да, я сам бегаю марафоны в любительском формате, то есть я в детстве занимался легкой атлетикой, кандидат в мастера спорта, потом просто завершил свою так называемую профессиональную карьеру и начал просто бегать любителем марафона. У меня 40 марафонов за спиной. 40 марафонов вы уже прошли. Да. А какой был самый запоминающийся? Я на самом деле всегда стараюсь посещать разные новые марафоны в разных странах. В 17 странах я бегал разные забеги. Мне больше всего запомнился, наверное, крупнейший марафон мира. Это в Нью-Йорке. Бегал я его 4 раза, не случайно, потому что однажды я бежал просто на результат, мне было важно. Но потом я посмотрел, что стоит еще изучить его с точки зрения организации. И тогда как раз они проводили образовательную программу обмена между директорами марафонов. И я в ней поучаствовал, узнал много нового и пробежал еще раз Нью-Йоркский марафон уже с точки зрения наблюдений того, что можно почерпнуть, что можно взять. И в 2013 году я пробежал свой первый марафон в Праге. И, по сути,
увидев то, как эта индустрия развивается, я еще тогда жил в Набережных Челнах, вернулся в Набережные Челны и в тот же год организовал Набережно-Челнинский марафон. А если говорить о марафонах в Татарстане, марафон, вот мы услышали от вас, что в Челнах проходит, в Зеленодольске недавно был, мы тоже там снимали сюжет. Да. А в каких городах Татарстана еще проходят марафоны? Ну, правильнее все-таки говорить, что марафон у нас один, он казанский, потому что марафон это 42 километра и 195 метров. Вот, но мы проводим порядка 13 мероприятий в году, серия соревнований Тиммермен. Там в основном полумарафоны, то есть там самая длинная дистанция 21,1 километр. Вот, да, есть в Набережных Челнах, есть в Альметьевске, в Зеленодольске, в Иннополисе, в Нижнекамске. В Свияжске мы делаем фестиваль, не помню, может быть, что-то забыл. Ну нет, есть, конечно же, у нас большой осенний Казанский национальный полумарафон и ночной забег в Казани, который летом мы проводим. В этих городах активные главы зачастую, да, которые сами участвуют. Ну, к примеру, вот глава Нижнекамска Рамиль Мулин пробежал у нас сейчас вот на Казанском марафоне короткую дистанцию, и сразу же мы получаем положительную информацию, потому что 8 июня в Нижнекамске будет у нас полумарафон, да, что давайте, вот здесь усилимся, вот здесь вот так получше сделаем. Сегодня буквально только разговаривал с главой Альметьевска, Тимур Дмитриевич Нагуманов, да, в котором мы из года в год проводим, ну, знаменитый уже на всю Россию Альметьевский полумарафон, потому что там точки поддержки, ну, просто стоят практически на всей дистанции, и именно этим славен этот полумарафон на всю страну, потому что нигде такого не бывает. Очень здорово. Кстати, и Владимир Александрович Леонов также участвовал, и Марат Мансурович Бариев, это руководитель Олимпийского совета Республики Татарстан, благодаря которому выходит наша программа. Да, действительно, у нас на самом деле очень много и чиновников, и представителей бизнеса, и шоу-бизнеса, да, то есть у нас на Казанском марафоне Денис Дорохов впервые бежал свои 10 километров, участвуют, причем участвуют. Вот знаете, как бы, вот когда там лет 20 назад это был некий пиар-ход для многих людей, да, сделать вид, что он занимается. На самом деле, ну, если говорить про наших известных персон, тот же самый Нагуманов, да, он железный человек, он проходил железную дистанцию триатлона, Денис Геннадьевич Калинкин тоже, Айрат Ринатович Хайруллин, Владимир Александрович Леонов у нас переплывал Босфор. То есть это для них уже просто как образ жизни. И это очень здорово, потому что когда мы начинали 10 лет назад, да, мы всегда говорили, что у нас нет никаких вип-забегов, у нас есть, хочешь участвовать, пожалуйста, вот со всеми остальными асфальт одинаков для всех, дистанция равна для всех. Давайте сделаем паузу в нашей беседе и посмотрим сюжет о всемирном хоккейном турнире среди исламских стран «Татнефть» Кубок Архиз, который приурочен к 15-му Международному экономическому форуму «Россия. Исламский мир». Помимо сборной Татарстана в турнире приняли участие 9 стран. Подробнее в сюжете. Где можно встретить хоккеистов из Ирана, Монголии или Турции? Конечно же, в гостеприимном Татарстане. Вот уже второй год подряд в столице проводится международный турнир среди исламских стран. Бросок не очень удачный пас, но он его обработал и забил Федор Гусынин. Турнир прошел с 11 по 15 мая на двух площадках Татнефть-арены. Конкуренцию странам Ближнего Востока и Азии составила сборная нашей республики. Отличные спортсмены, хоккеисты, футболисты. Поэтому это нам не мешает, религия нам никак не мешает заниматься спортом и показывать на хорошем уровне. У нас игроки есть, которые на высоком уровне играли. Как бы на сегодняшний день мы показываем красивый хоккей. Сперва команды были поделены на две группы. В первой Татарстан, смешанная сборная из игроков Монголии и Турции, Кыргызстан и Казахстан. Во второй группе Иран, Бахрейн и Азербайджан. Турция, Монголия объединились, их хорошую команду создали. Очень хорошая игра, играли на удовольствие. И самое главное, мы видим старания спортсменов, хотят побеждать, поэтому это радует. Хоть играют не профессионалы, это не отменяет зрелищности. Вот такие красивейшие шайбы залетали в ворота.
So the chance. Ой-ой-ой-ой, ну что за красота! Изумительный по своей эстетике гол. Наверняка выложит в свои соцсети. Ну, слов нет. В группе под номером 1 ожидаемо сильнее оказалась наша сборная без единого поражения. В противоположной таблице сборная Азербайджана на вершине. 2 победы в 2 матчах. Мамед Сейфулов из Кыргызстана стал лучшим бомбардиром группового этапа с 9 очками, что для многих стало сюрпризом. Спасение Валерия Мурлатова после, в общем-то, его же ошибки, да, но вот заканчивается все голом ворот команды Монголии и Турции. Забавно, все развивается в нашем с вами матче. В полуфинале Татарстан сыграл со смешанной сборной Монголии и Турции и без труда отпраздновал победу. 7-2. В параллельных полуфиналах Казахстан сильнее Кыргызстана, а в группе Б состоялся всего один матч 1-2, где Бахрейн победил Иран. Турнир классный. Классно, что есть такая практика для нас. Развиваем свой личный хоккей. Завтра игра, да, настраиваемся на нее. 3-е место тоже место, поэтому позитивно завтра выйдем на игру. Заключительный день турнира определил обладателей золотых медалей в каждой группе. Хозяин турнира Татарстан справился с Казахстаном и завоевал первое место в группе А. Азербайджан обыграл Бахрейн, в свою очередь взяв чемпионство в сетке Б. Вот таким у нас вышел Кубок Архиз. Целых 2 победителя и куча положительных эмоций. Амир Сабиров, «Спортивная среда». Бегать стало модно. У нас, по крайней мере, в Казани это 100%. Да. Расскажите, как стать марафонцем, с чего начать? Это ведь не какая-то спортшкола, куда там отдать ребенка, прийти с 5 лет отдать ребенка и начать заниматься, дойти до мастера спорта, закончить этим. Нет. Люди начинают бегать в любом возрасте. Как? Как, с чего начать? Да. Куда обратиться? На самом деле у нас в Казани есть довольно много беговых школ для любителей, то есть для обычных людей, которые работают на обычной работе и хотят еще внести в свою жизнь бег. Очень много беговых школ. И я, конечно же, советую обращаться именно туда или к индивидуальным беговым тренерам, которых тоже достаточно много сейчас, не только в моем окружении, но и в принципе. Поэтому они лучше посоветуют, как начать, с чего начать, помогут подобрать экипировку, в любом случае отправят вас на обследование к терапевту как минимум, потому что это очень важно, прежде чем начать бегать, узнать свои пульсовые зоны, даже для того, чтобы правильно дозировать нагрузку. И, казалось бы, там, раньше мы могли не знать, но можно и неправильно бегать, с неправильной техникой, и это, конечно же, чревато травмами. И вот беговые тренеры, они помогут вам предостеречься от этого всего. Сейчас страны БРИКС – это в том числе и спорт. Мы знаем, что планируется запуск Лиги марафонов БРИКС. Расскажите нам об этом. Что это такое? Да, все верно. На самом деле Казанский марафон давно мечтал, скажем так, сделать шаг в международную семью, что ли, марафонов. Вообще мы уже с 2016 года являемся членами Международной ассоциации марафонов и пробегов. Это международная организация, которая сертифицирует наши трассы, признает их, и, соответственно, эти результаты признаны во всем мире. Но в мире есть большая серия, которая является желанной для всех марафонцев. Мы поняли, что в мире не хватает еще какой-то такого челленджа для любителей марафонцев. И мы объединились с московским марафоном и марафоном «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и создали свою лигу марафонов. Назвали ее Лига марафонов БРИКС, потому что мы уже предварительно провели переговоры с марафонами из стран БРИКС. С китайскими марафонами, с индийскими, с бразильскими. И сейчас мы в переговорном процессе ждем, когда какие-то марафоны из этих стран вступят в нашу лигу. И опять же для любителей появится новая интересная история, что можно будет пробежать сначала, не знаю, в Казани, потом в Рио-де-Жанейро, потом в Пекине, потом, например, в Дубае или Абу-Даби, и, соответственно, собрать вот эту коллекцию, стать участником Лиги марафонов БРИКС. Вот такая задумка, которую мы 2 года уже прорабатывали и вот в этом году запустили.
Поэтому Лига марафонов БРИКС, исторический проект с гигантским потенциалом, запустилась в рамках Казанского марафона 2024 года. Вадим, у вас грандиозные планы. Мы вам желаем, чтобы все ваши планы, все ваши мечты осуществились. Я обещаю, что я тоже начну бегать. Я надеюсь, я вас заразил этой идеей. Да. Интересно, что сейчас, выезжая в другие города, если раньше я всегда встречала, Казань, там третья спортивная столица, то сейчас мне начали говорить, а у вас там марафон проходит, мы приедем к вам на марафон. И это здорово, это круто. Да, спасибо. Мы вас с этим поздравляем. Спасибо вам, что нашли время, что пришли к нам на программу. Мы вам желаем больших успехов, достижений, развития и всего самого-самого-самого наилучшего. Спасибо большое. Будем рады вас видеть на Казанском марафоне и других наших мероприятиях. Спасибо вам. Наша творческая команда спортивной среды провела опрос среди жителей и гостей столицы Татарстана на тему просвещенности в области спорта и физической культуры. Футбол – это настоящая мания, особенно в Казани. Когда в 2008 году Рубин взял свое первое чемпионство, город гудел целый год. А что о клубе помнят сами горожане? Помните ли два чемпионства, которые Рубин взял? Да, какие эмоции испытали? Я вообще такие эмоции испытал, когда был Курбан Бердыев. Это вообще... На самом деле нет, ничего не знаю. Вы смотрите матч Рубина? Нет. Футболом вообще увлекаетесь? Прекрасная команда. У вас вообще город такой очень культурный. А кто для вас легенда клуба? Легенда? Рыжиков. Мне просто нравилось, каким настроем он на игру выходил. Я видел это, и это отражалось на команде. Если я не ошибаюсь, 3. И еще только знают все мужчины, что дороже всех рубинов, флаг Татарии на сердце трепещет. Казанский Рубин берет свое начало с 1958 года, образовавшись на базе Казанского авиационного завода номер 22 имени Горбунова. Лишь через более 40 лет клуб смог подняться в элиту российского футбола, а в 2008 и в 2009 году оформить 2 чемпионства подряд. Эпоху становления клуба ознаменуют с тренерской работой Курбана Бекевича Бердыева. После его ухода началась череда неудач и чехарда на тренерском мостике, вплоть до вылета во второй по силе чемпионат. Поднявшись в премьер-лигу в этом сезоне, Рубин дает большую надежду на будущие великие победы. Гандбольный клуб «Зеланд» закончил свой сезон в высшей лиге на 3-м месте. Впереди будут стыковые матчи за выход в Суперлигу. И это на 2-й год существования клуба. Сейчас команда Алексея Попова продолжает готовиться к самым важным матчам. Амир Сабиров подготовил обзор регулярного чемпионата. Цель у нас одна – выход в Суперлигу. Это лозунг казанского гандбольного клуба «Зеланд». Зная, что команде всего 2 года, неожиданно слышать столь громкие высказывания. Однако, вспоминая, что Казань – это спортивная столица России, все становится на свои места. Много, скажем так, травм, которые нам не позволяют, допустим, набрать полную физическую форму. Но стараемся делать какую-то ротацию. Нам есть куда еще расти. Но видно, что команда прибавляет с каждым матчем. И будем еще пытаться в последний вагон запрыгнуть через стыковые матчи. Самая результативная команда чемпионата. 788 мячей побывали в воротах соперников. В 24 матчах 14 побед, 8 поражений и 2 ничьи. Не без трудностей, но в минувшем сезоне подопечные Алексея Попова смогли занять призовое 3-е место. Были шансы оказаться повыше, но ключевым стал отрезок с начала марта по конец апреля, где Зеланд проиграл 5 матчей подряд. Сильную оценку в составе казанской команды. Отличный пас на Иллистратова и как оформляет Паша. В составе казанцев есть лучший бомбардир всего турнира – Егор Моторин. На его счету 144 мяча, а по системе гол плюс пас у него 178 очков. По этому показателю он занимает 3-е место в списке лучших. Чеплыгин в центре отдает на Моторина и в ближний угол прошивает. Выше казанцев в таблице оказались чеховские «Медведи» и «Воронеж». Последние, кстати, обеспечили себе то самое заветное место в Суперлиге в следующем сезоне. В одном из последних туров с Воронежем в Казани была настоящая битва.
Закончилось все результативной ничьей 23-23. Наш Зеланд тоже имеет шансы забрать себе путевку в элиту гандбола через стыковые матчи. Работали в защите, да, в нападении что-то не получалось, много не забили, опять реализация хромает. Будем бороться дальше. Игра уже 22 мая. Мы хотим пожелать удачи нашим гандболистам и надеемся, что в следующем игровом чемпионате Зеланд представит наш город и республику в главной лиге России. Амир Сабиров, «Спортивная среда». Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!